Представляем общественную палату. Так. Очень рады возможности рассказать об этом именно вам. Потому что Региональный или федеральный? Региональный здесь. Да, потому что мы знаем, что вы принимаете прямое участие, да, в реализации этой стратегии. Планово провели мониторинг по 8 округах здесь, в Якутске. Павлу Алексеевичу представили резолюцию, подготовленную нами. В Общественной палате была организована рабочая группа. Мы провели мониторинг исполнения стратегии действий в интересах детей, принятой общенациональной стратегии. Посетили 8 округов, выбрали 8 школ и выявили ряд проблем, да, и предложили методы их решения. Например, при посещении школы номер 25 мы увидели, что дети обучаются в одноэтажном здании без столовой, без гардероба, 62-го года постройки, которая на завтра может просто сгореть. То есть официально признанный износ, степень износа составляет 98%. И дети продолжают там учиться и будут учиться дальше, к сожалению, потому что в плане строительства новой школы нет. Да. Вопрос неэффективного использования бюджетных средств. Например, сейчас хотят отремонтировать старое здание школы номер 29, которое за 10 лет последних уже 2 раза ремонтировалось. Тем не менее, 3 года назад Роспотребнадзор закрыл эту школу. И мы, и директор, считаем, что это неэффективно. Гораздо логичнее снести это старое здание и на месте его уже спроектировать нормальную школу. Основной момент – это переполненность классов. То есть в городе Якутске катастрофически не хватает школ. Павел Алексеевич поддержал нашу деятельность, сообщил о том, что этот документ он принимает в работу. Ваш документ серьезный, концептуальный, берем в работу. Да. Но вы тоже поработаете с ним еще, да, и по каждому пункту, по направлению подготовьте предложение. Ну, вот вы хотели совет, я совет вам дам. А в целом, как вот относитесь к подобному рода вещам? Да. То есть, я с уважением отношусь к инициативам общественных организаций. У меня целых 3 общественных совета. Когда 2 созыва был в общественной палате, я считал, что вообще мы все можем. Это я сегодня сижу вот ограниченный со всех сторон и пытаюсь ответить на эти сложные вопросы. А так, когда как вы был, я приходил в любой кабинет и требовал. То, что мы сейчас делаем, да? Да. Все наши пожелания Павел Алексеевич Астахов услышал, и мы по итогу договорились с заместителем председателя правительства Александром Юрьевичем Соловьевым о том, что в ближайшее время встретимся и будем уже составлять план исполнения наших рекомендаций. То есть это как раз показывает, что сегодня общественность, она ставит повестку дня, и власть к нам прислушивается, и мы будем эту деятельность продолжать дальше. Не только по школам, но и по другим вопросам.